Здравствуйте, на телеканале БСТ «Итоги недели», в студии Элина Насырова, и вначале коротко о главном. Проекты башкирского отделения Русского географического общества стали одними из лучших в стране. Мы работаем над получением международного статуса для второго нашего геопарка Ратау. В ожидании пика свиного гриппа, о первых симптомах и эффективных способах профилактики и лечения заболевания. Интервью в нашей программе главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы. Действительно, этот штамм уже на вторые сутки может давать тяжелую вирусную пневмонию. Тепло родного дома. Волонтеры из Кушнаренкова вяжут маскировочные сети для своих защитников. Надо какую-то помощь оказать. Хоть у меня там на фронте своих нету, но они же все наши. Все наши. Вот за них мы ходим сюда. Обезопасить несовершеннолетних. Штрафы за продажу вейпов детям могут увеличить до 2 миллионов рублей. Новую поправку в закон знаете? Какую? На первую, естественно, административную, это я в курсе. Уголовное идет, если это на постоянке происходит. Первое административное до 600 тысяч, второе уголовка. Опора для экономики республики. На базе парка «Патриот» в Чешминском районе прошел первый форум молодых предпринимателей Башкортостана, который собрал порядка 300 участников со всего региона. Они не только обменялись опытом друг с другом, но и обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, а также перспективные направления, которые могут принести прибыль. Свои вопросы молодые предприниматели смогли задать представителям профильных министерств и ведомств, банков и лично Радио Хабирову, который приехал поддержать ребят. Подробности встречи в репортаже нашего корреспондента Азат Садреева. Газиз Сираев из Бешбуляка долго выбирал, в каком направлении малого бизнеса открыть свое дело, и в итоге начал работать сразу в нескольких. Растениеводство, животноводство, туризм. Сейчас даже разводит улиток для ресторанов. Признается, было трудно, но он был не один в начале своего пути. Бизнес-шериф, он институт очень хороший, да, именно с ним я и начинал, потому что раньше было в администрацию зайти тяжело, с появлением бизнес-шерифа, это человек с бизнеса, он тебя легче понимает и больше подскажет, как практик. Среди участников форума были и те, кто решил продолжить семейный бизнес, причем не дожидаясь совершеннолетия. Трифон Сергеев начал работать на себя в 16 лет. У меня родители давно стали предприниматели, открыли компанию, стали печатать газету, маленькие визитки, маленькие заказы начали. И я решил продолжить их деятельность и до сих пор продолжаю и занимаюсь этим. Ключевым моментом форума стало участие в нем главы Башкортостана. Ради Хабиров в своем выступлении отметил, что открыть собственное дело может каждый. Молодые предприниматели имеют доступ ко всем мерам поддержки, которые предоставляются на региональном уровне, включая кредиты, лизинг, гарантии, гранты и нефинансовые меры. Здесь, что приятно, представлена вот эта такая молодая еще формирующаяся когорта, что ли, ребят, это наших ребят, которые получили и участвуют в программе «Студенческий стартап». Это очень интересная программа на самом деле, и я вас тоже хотел, ребят, поблагодарить вот за эту активную позицию. У нас более 120 таких ребят получили по 1 миллиону, серьезные деньги. Мы в Российской Федерации 4-е по этому показателю, то есть очень активно мы в 24-м, 23-м мы, по-моему, даже первые были. При этом региональные меры поддержки начали работать задолго до студенческих стартапов. Они позволили встать на ноги многим молодым предпринимателям, которые на форуме смогли поделиться своим опытом. Я работаю в сфере общепита. Я это выбрал направление, потому что в студенческие времена я сам лично работал официантом, барменом, управляющим, поэтому опыт был. В те времена, когда я начинал, как раз-таки активно начиналось поддерживаться малое и среднее предпринимательство, поэтому я получил первый стартап, грант на становление 300 тысяч. В те времена эти были большие деньги, и как раз-таки 30-40% того стартового капитала это хватило открыть первую точку. В Башкортостане более полумиллиона человек открыли свой малый и средний бизнес и успешно работают. Это четверть трудоспособного населения. По данному показателю республика в лидерах среди регионов Поволжья и 10-е в России. Первое, экономика развивается. И мы не видим пока причин для того, чтобы прям вот бить тревогу.
И мне кажется, для вас это важно. Второе. Значит, инвестиции государства, республики в социальную сферу будут продолжаться. Это тоже немаловажно. Это немаловажно для вас, потому что те деньги, а это очень большие деньги, которые будут инвестироваться, это все, которые порождают те деньги, которые на рынке будут, соответственно, за которые можно побороться и которые будут обеспечить в том числе ваши экономические успехи. Пожалуй, невозможно представить такую сферу, в которой бы не было молодых предпринимателей. Но при этом есть ниши, которые до сих пор мало освоены бизнесом. Возможно, что после форума его участники обратят внимание и на них. Те предприниматели, которые сегодня займутся безопасностью, в общем, мы говорили сегодня, безопасность, население, безопасность. Те, кто будет решать вопрос одиночества, это социальный, реабилитационный центр, психологическая поддержка, это тоже очень важно. Третье, те, которые решат вопрос по кадровому, по обеспечению наших компаний. Ну, это автоматизация производства, роботизация, то есть это за этим будущее. Ну, не могу не сказать, что туризм, это тоже индустрия отдыха, гостеприимства, она тоже будет развиваться очень активно. Большая часть встречи главы республики с молодыми предпринимателями прошла в формате вопросов и ответов. При этом многие участники форума получили ценные советы от Радия Хабирова, как лучше развивать свой бизнес и на какие меры господдержки они могут рассчитывать. А некоторые обращения лягут в основу поручения главы Башкортостана региональному правительству. В завершении встречи отличившимся предпринимателям Радия Хабиров вручил благодарственные письма и почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». Малый и средний бизнес всегда помогал отвечать на самые сложные вызовы. Большую поддержку предприниматели оказали властям и жителям региона во время пандемии коронавируса. Сейчас принимают активное участие в формировании гуманитарных конвоев, поддержке участников СВО и членов их семей. Радий Хабиров поблагодарил предпринимателей за такую позицию и отметил, что они тоже всегда могут рассчитывать на его помощь. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Рустем Галямов. Итоги недели. Чешминский район. Покорить 7 вершин Южного Урала или совершить прыжок из стратосферы на Северный полюс. Проекты башкирского отделения Русского географического общества стали одними из лучших в стране. На этой неделе подвели итоги деятельности организации в 2024 году. В заседании попечительского совета РГО участие принял и глава республики Радий Хабиров. О том, как и что делалось в Башкортостане для повышения его привлекательности, расскажет Руслан Батыргареев. С высоты более 10 тысяч метров, когда за бортом температура минус 55 градусов, россияне первыми в мире совершили прыжок из стратосферы на Северный полюс. Идея принадлежит члену РГО, уфимскому летчику-инструктору Александру Лыннику. Сложность в том, чтобы парашютист просто не замерз во время прыжка. Экипировка. Кроме того, ведь парашютист прыгает, он вручную раскрывает парашют. Для этого ему нужно дотянуться до определенного места, значит, на ранце парашюта. Там есть так называемая медуза, небольшой вытяжной парашют. Выдернуть ее на необходимой высоте и выпустить из руки. О том, что это уникальный проект, реализованный при участии представителей башкирского отделения РГО, в своем выступлении подчеркнул и глава республики. Радий Хабиров в целом высоко оценил деятельность Русского географического общества. Наше отделение является одним из немногих, если не единственным, которые активно взаимодействуют с местными отделениями в районах и городах республики. На сегодняшний день число наших местных отделений составляет треть от общего числа таких отделений в Российской Федерации. Мы же со своей стороны готовы поддержать важные инициативы, например, по благоустройству родников, организации экологических мероприятий, изучению местной топономики, краеведения и так далее. Эту очень важную работу надо продолжать, отметил на заседании попечительского совета башкирского отделения РГО глава республики. В частности, необходимо проводить семинары, обучать местные подразделения, разрабатывать проекты, с которыми можно будет участвовать в грантовых конкурсах. Это был юбилейный год для нашего отделения. 30 ноября 70 лет исполнилось, как РГО начало существовать. Тогда советское еще было, да, общество. И в связи с этим было очень много и федеральных мероприятий, и внутри республики. Мы активизировали деятельность с учителями географии, с местными отделениями.
Отдельной темой разговора на заседании стало развитие геопарков. Так, в прошлом году на одной из таких территорий, которая носит название Янгантау, открыли историко-культурный комплекс Салават-Яре, что в переводе на русский «Земля Салавата». Его создали на месте бывшей деревни Текеево, малой родины национального героя республики и народного поэта. Это такое, знаете, место, где можно пройти всю историю жизни Салавата Юлаева, так скажем, от рождения до трагического конца. Каждые вот локации вдоль этой тропинки, они посвящены какому-то этапу жизни Салавата Юлаева. Новая туристическая локация на территории геопарка Янгантау появилась прошлым летом. Историко-культурный комплекс предстоит еще развивать, чтобы повысить интерес к этой местности. А вот геопарк Таратау вниманием туристов не обделен. Там всегда многолюдно. Мы работаем над получением международного статуса для второго нашего геопарка Таратау. Здесь проделана очень большая работа. Открыт визит-центр, построена удобная и безопасная для туристов лестница. И в результате сегодня Таратау, наверное, является одним из самых посещаемых мест в нашей республике. А еще в республике развивают промышленный туризм. Продолжается реконструкция старейшего на Южном Урале медиплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Примерно такой же исторический объект находится в селе Верхоторы Шимбайского района. В рамках заседания глава республики отметил госнаградами тех, кто, собственно, работает над созданием новых точек притяжения. Звание заслуженного работника средств массовой информации республики удостоили и нашу коллегу, тележурналиста, действительного члена РГО, автора проекта «Аскынская ледяная пещера» Гузель Хамитову. Она рассказывает зрителям и туристам об уникальных особенностях башкирской природы. Аскынская ледяная пещера – это уникальнейший объект. Мало того, что он очень доступен, он расположен рядом, но он любим туристами не только нашей республики, и не только туристами, которые проживают в соседних регионах, но к нам приезжают и из дальних городов. Представляете, Белгород, в этом году был Калининград, в этом году был Курск. Девиз РГО «Открываем Россию заново вместе» вдохновляет всех на реализацию важных проектов, повышающих интерес к нашей стране и ее регионам. 2025 год юбилейный для Русского географического общества. Ради Хабиров отметил, что республика активно поддержит и примет участие в фестивале РГО, который традиционно проходит в московском парке Зарядье. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. В феврале ожидается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Россию пришел вирус типа H1N1, он же свиной. Особенность этого вида гриппа – быстрое развитие болезни и тяжелые последствия, если вовремя не начать лечение. Моя коллега Анастасия Ильчебаева узнала, какова сейчас обстановка в республике в связи с ростом заболевших, как уберечь себя и своих близких, и чем опасен свиной грипп. Об эпидобстановке в республике поговорим с главным врачом Республиканской клинической инфекционной больницы и главным внештатным специалистом-эпидемиологом Министерства здравоохранения Республики Азатом Мухамедьяновым. Азат Мунирович, здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Азат Мунирович, и вот хотелось бы узнать, во времена такого изобилия различных инфекций, вирусов, чего в большей мере, в большей степени сейчас стоит опасаться? Больше всего я могу сказать, что к нам пришел и набирает обороты тот самый свиной грипп, который вызвал пандемию в 2009 году, если вы помните. Он опасен частыми и быстро развивающимися осложнениями, вплоть до воспаления легких. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю после окончания новогодней декады выросла сразу на треть. Это 32% по сравнению с предыдущей. Но доля больных гриппом пока намного меньше других ОРВИ. Но она постоянно растет. И преобладает вирус типа H1N1, который еще иногда называют молниеносным. Пришедший грипп прямо опасен. Об этом говорит выросшее число госпитализаций. За неделю их стало больше на 23%, а в 43 регионах на 30%. Действительно, этот штамм уже на вторые сутки может давать тяжелую вирусную пневмонию. Признаки свиного гриппа. У большинства заболевших симптомы те же, что и при обычном сезонном гриппе. Внезапное повышение температуры выше до 38 градусов, сухой кашель, боль в горле, головная боль, болят мышцы и суставы, резь в глазах, слабость и недомогание. Кроме того, и это отличие пандемического гриппа от сезонного. Возникает рвота и диарея, что в первую очередь связано с токсическим действием вируса H1N1, то есть свиного гриппа. Больше всего, наверное, что пугает, это вот как раз запущенная стадия, да, когда уже перетекает это все в пневмонию, и как все-таки
Понятно, что самолечением заниматься не стоит, но как все-таки сам может диагностировать, что вот уже болезнь перешла в такую вот стадию? Один из явных симптомов – боль при кашле. Если вирус поразил верхние дыхательные пути, вызывает трахеит или бронхит. В этом случае ощущается заложенность и боль при кашле в центре груди, под ключицами. При осложнении на легкие во время кашля появляется боль в спине и сбоку, под ребрами. Также нарастает слабость, потливость, возникает одышка. Может снизиться уровень сатурации, потому что мы уже сатурацию уже знаем все. Пульсоксиметр, надевающийся на палец, приборчик для контроля уровня кислорода в крови. Оно уже почти у нас у всех уже как аптечка первой помощи уже есть. И сохранился уже в период с ковидных времен. Сатурация 95% и выше – это уже норма. Все обнаруженные в нынешнем эпидсезоне России варианты гриппа чувствительны к двум противовирусным препаратам – ослицамивиру и занамивиру. Но только надо будет начинать принимать их уже, нужно первые 2 суток болезни, пока вирусная нагрузка невелика. Если запоздать, эти препараты уже не будут столь эффективны. Вот если не ошибаюсь, мне кажется, что как-то сдвинулся пик немножко, да, вот этой вирусной нагрузки. Раньше, мне кажется, в предыдущей зимы это приходило, там, может быть, в декабре, там, в январе, да? Мы ожидаем вот резкий подъем заболеваемости где-то через 10-15 дней, это будет в середине февраля, может быть, даже в конце февраля. Но надеемся на то, что у нас население привитое, что мы переживем этот сезон тоже более благополучно, чем в 2009 году. А сейчас в больницах нет ли тяжелых пациентов, которые уже поступают с таким диагнозом гриппа? На сегодняшний день в больницах пока таких тяжелым гриппом нету таких случаев пока в нашей республике, но в других территориях уже есть некоторые летальные случаи. Это по Российской Федерации на сегодняшний день 10 летальных случаев от именно гриппа свиного. Но эти все люди, которые, они коморбидные, с сопутствующими заболеваниями, соответственно, тяжелыми, онкобольные, диабетами, и они были непривитые. И, может быть, посоветуете какие-то меры профилактики? Это, во-первых, избегать посещения тех мест, где много людей посещения. Если уже посещаем, то надо обязательно носить маски. Естественно, когда приходим мы с улицы или с магазина, откуда обязательно надо мыть руки, как мы мыли при ковиде. Мы во время ковида руки тщательно умели мыть и научились. И я это постоянно повторяю, что в то время даже у нас кишечных инфекций не было. И если уже заболел, то не выходить из дома, вызывать врача домой, чтобы дальше не распространять эту инфекцию. Потому что один больной может одновременно заразить до 20 человек. Поэтому надо беречься и должны беречь мы себя и, во-первых, окружающих. Если дома находимся или в школах, там, где занятия сейчас проходят, надо во время перерывов обязательно проветривание. Добавлю, что такое обычное простое средство, как маски, которые мы уже успели позабыть за эти 2 года, на самом деле не излишняя предосторожность, а норма защиты. Норма защиты, да, потому что только, уважаемые друзья, не забывайте менять их каждые 2 часа. И общими усилиями, я думаю, что мы с этими передачами профилактика у нас дойдет до населения информации, переживем мы этот сезон более благополучно. Все, будем надеяться, что это найдет отклик у наших телезрителей. Спасибо. Спасибо. Поддержка родного дома. С декабря 2023 года волонтеры движения «Огонек добра» села Кушнаренково вяжут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для своих земляков, участников специальной военной операции. Активисты создали группу в WhatsApp, в которую входит почти 800 человек. Поддержку волонтерам оказывают и местные предприниматели. Что отправят на СВО ближайшим гумконвоем, узнал наш корреспондент Азат Садриев. Вот здесь наваривают кольцо, сверху ставят еду в тарелке. И она очень быстро греется, и блиндаж очень быстро греется окопной свечой. С заливки окопных свечей начиналась деятельность волонтерского движения «Огонек добра». Теперь, когда группа насчитывает сотни неравнодушных людей, им по силам собрать средства и на дорогостоящие дрон-детекторы, рации, квадрокоптеры, тепловизоры. Стараются отработать каждую заявку своих земляков. Своими руками вяжут маскировочные сети самых разных размеров. А чтобы ускорить процесс, волонтеры сами собрали необходимые станки. Привезли профиль, спроектировал сам, сварил. Испытывал неделю.
Испортил, конечно, полрулона. Ну, это нормально все. Это все оправдывается. И все. Сейчас 5 минут рулон. За день можно нарезать рулонов 30. Ленты от спанбонда он нарезает с легкостью, как видите. Эта кажущаяся легкость достигается большой работой по корректировке. И в конечном итоге лента получается ровная, и девочкам очень удобно вязать. Большую часть собранной помощи волонтеры отправляют на фронт в составе районных или республиканских гумконвоев. Но бывает, что и сами ездят на Донбасс, чтобы лично передать посылки своим защитникам. Поехали, я даже не думал там что-то бояться или как. Хотела посмотреть быт ребят, их запросы, как у них там все сложено, что у них там, как происходит. Мы ездили в Северодонецк, 500-й лес, Новый Айдан, в этом направлении, в Красном Луче были. Ребята очень были рады видеть своих земляков. Мы повезли все самое необходимое для них. Маскировочные сети, печки. Тогда был ноябрь 2024 года. Сейчас сбор гуманитарной помощи поставлен на поток. Активисты работают практически в круглосуточном режиме. У нас графика работы нет. Кто во сколько может прийти, тогда и приходит. Мы можем открываться и в 9, мы можем закрываться и в 12. Если боец, например, вечером позвонил и сказал: ой, мне уже машину я нашел, машину я выезжаю в 7 часов утра, вы что можете отправить? Мы у него спрашиваем, что вам надо. И в 12 часов ночи мы можем приехать сюда, собрать все необходимое, а утром прийти и отправить бойцу. В любое время суток активистов бесплатно подвозит и развозит по домам местная служба такси. В сборе средств также помогают водители автобусного маршрута номер 372 Кушнаренково-Уфа. Помощи много не бывает, считают волонтеры. Поддержку им оказывают жители и мулла деревни Шарипова. Планируют открыть филиал движения в Дюртюлях. Рады каждому новому добровольцу и готовы обучить всему на месте. Первый день было очень страшно смотреть, и думала, никогда не научусь. Ничего страшного. Все, руки сами работают, делают, всему научиться можно. Мы с удовольствием ходим. Я утром внука в школу, сама сюда. И пока он учится, я работаю. Надо какую-то помощь оказать. Хоть у меня там на фронте своих нету, но они же все наши. Все наши, вот за них мы ходим сюда. И такая помощь действительно придает сил и добавляет веры в победу, говорят бойцы в своих видеоприветах. Каждый раз, когда приходят новые сообщения с передовой, активисты смотрят его все вместе и выкладывают в общий чат. По просьбе бойцов волонтеры также отправляют на фронт продукты питания, домашнюю еду. И чтобы в блиндажах до них не добрались грызуны, упаковывают все вот в такие железные бочки. Их бесплатно предоставляют местные предприниматели. Готовые оказать любую помощь военнослужащим, волонтеры и сами нуждаются в поддержке. Сейчас им приходится арендовать помещение, где находится штаб движения. Если им предоставят бесплатную площадку, на сэкономленные деньги они смогут закупить еще больше материала для маскировочных сетей. Азат Садреев, Шамиль Каримов, Иван Шабрин. Итоги недели. Кушнаренковский район. В Башкортостане удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса для детей-сирот. В 2024-м жильем обеспечили более 1000 человек. По оценкам регионального Минстроя, число нуждающихся в недвижимости сокращается. Республиканские власти начали решать проблему по предоставлению жилых помещений одиноким молодым людям с 2018 года. Тему продолжит Даниль Байков. Вот долгожданная квартира. Каждый раз, когда Анастасия Евсикова заходит в новую квартиру, не может поверить в то, что она теперь принадлежит их семье. Недвижимость в Кумертау выдали ее супругу Николаю, уроженцу Куюргазинского района, который является сиротой. За время ожидания и подачи документов успел обзавестись семьей. И все вместе ютились у родителей Анастасии. Сейчас мужчина выполняет боевые задачи в зоне спецоперации. Сначала долго ждали. Он сам ходил, бегал. Потом получилось так, что он уехал в армию.
Подписал контракт, уехал на СВО, и там уже я начала заниматься. Мы будем под себя делать ремонт, обои менять. По мебели понемногу будем закупаться. Я ему сообщила, был рад очень, конечно. Всего же в Куюргазинском районе решили жилищный вопрос 12 детей-сирот. 2 из них участники СВО. Изначально планировалось предоставить недвижимость лишь 8 людям. Благодаря эффективному распределению и освоению бюджетных средств квартиры предоставили большему числу нуждающихся, отмечают представители местной власти. У нас порядка 40 ребят достигли возраста, когда им положено получение жилплощади, то есть достигли 18-летнего возраста. Мы весь этот список подняли, и мы определили, выяснили наших ребят-участников СВО. Они стояли в очереди примерно где-то 40-е, то есть в лучшем случае они бы получили через года 3-4. Уже 2 месяца Дана Мухаметова живет в своей уфимской квартире. Девушка ждала жилплощадь 2 года и даже не верила, что получит ее в чистовой отделке. Уроженку Хайбулинского района воспитывала бабушка. Я была в шоке. Я не могла сдержать эмоции, я сначала не поверила. Это намного лучше, чем снимать квартиру, и тем более понимание того, что я смогу ее приватизировать, перевести в собственность. Но оплатить квартплату не так трудно, как снимать сейчас жилье. Всего же в Башкортостане в прошлом году получили ключи от недвижимости более 1000 детей-сирот. В регионе удалось переломить ситуацию с решением квартирного вопроса. До 2018-го он был одним из острых. За 6 лет реализации программы в республике получили жилье более 5000 человек. Причем с 2023 года начали выдавать и сертификаты. Размер выплаты зависит от даты выдачи документа и составляет 3 800 000 рублей. И на эту сумму можно приобрести квартиру. Причем в самых разных частях республики. В прошлом году более 100 детей воспользовались данной услугой. Но если смотреть пропорцию, где-то соотношение на 95/5. Большинство детей все-таки выбирают именно предоставление жилья от муниципалитетов. С этого года мы уже переломили ситуацию, то есть мы идем уже с точки снижения. В регионе планируют до 2030 года поэтапно обеспечить жильем тех, кто годами находится в очереди. А это почти 5000 человек. Для решения вопроса привлекают и застройщиков. Как, к примеру, это было сделано в микрорайоне Яркий, где 30 детям-сиротам дали долгожданные ключи. Даниил Байков, Виктор Меренков. Итоги недели. На неделе в Госдуме приняли законопроект, увеличивающий штрафы за продажу табака и вейпов детям. Они вырастают кратно. Наказание для юридических лиц может достигнуть 2 миллионов рублей. На данный момент документ рассматривает Совет Федерации. Сейчас же штрафы не превышают 600 000. На такой шаг народные избранники пошли, чтобы усилить санкции против недобросовестных продавцов, которые в погоне за наживой в торговых точках даже не спрашивают покупателя паспорт. Подробности в следующем материале. 9500, да? 9500. Да. Получается 2 все верно. Вот так легко устройство и жидкость продаются. При этом сотрудника магазина нисколько не смущает, что покупатель сомнительно юно выглядит. Факт фиксируют на видео активисты Безопасной Республики. И через некоторое время они заходят обратно, уже в сопровождении сотрудников полиции. Не знали, что ли, закон, что существует? Знаю, что существует закон, что не продавать несовершеннолетним. Я до этого всегда спрашивал паспорт. А новую поправку в закон знаете? Какую? Штраф до 600 000 за продажу несовершеннолетним. Ну, это, как его называется, на первое, естественно, административное, это я в курсе. Уголовное идет, если это на постоянке происходит. Первое административное до 600 000, второе уголовка. Закон продавец знает. Теперь придется и отвечать по всей его строгости. Мониторинги у нас проходят с 2018 года. В итоге проведено более 2000 мероприятий уже на данный момент. Сегодня проходил мониторинг в связи с принятием нового закона о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним. По городу ездили, выявляли торговые точки. В Госдуме разработали законопроект, ужесточающий наказание за продажу несовершеннолетним табачной и никотин-содержащей продукции, а также устройств для ее потребления и сырья для производства. Физлицам грозит штраф до 300 000 рублей, должностным до 700, а юрлицы и вовсе рискуют потерять 2 миллиона рублей. Электронные сигареты, эти вейпы – это очень опасные вещества, которые вызывают массу заболеваний,
заболевания центральной нервной системы, умственную отсталость у детей, заболевания сердца, сосудов. Просто приводит к инвалидизации. Специалисты отмечают, что вейпы могут вызвать стойкое привыкание даже после одного раза употребления. Особенно у детей-подростков страдает и психика, и внутренние органы. Вот в последнее время выявились такие заболевания, когда раньше таких даже не было. Это вот именно вейп-ассоциированное заболевание, это эволи. Масляная вот эта вот консистенция, которая еще при нагревании, она, в общем-то, застилает вот эти альвеолы, то есть и вот эта жидкость, ее уже, она оттуда, в общем-то, сложно ее откашлять. Молодые ученые медуниверситета взяли для исследования образец слюны любителя вейпа. Оказалось, что выделяемый при нагревании пар может стать причиной развития далеко не самых полезных микроорганизмов. У курящего вейп-пациента обнаружились такие бактерии, как Porphyromonas gingivalis и бактерии рода фузобактерий, а также грибы Candida albicans, которая была в большом содержании. Данные бактерии влияют негативно на состояние зубов, в принципе, на весь микробиом полости рта и также дальше переходить в кишечник и вызывать какие-то заболевания кишечника. В Уфимском университете науки и технологий в ходе исследований студенты и преподаватели пришли к выводу, что в якобы безникотиновых жидкостях все-таки обнаруживается присутствие алкалоидов. И не только. Что происходит после того, как нагревается глицерин, пропиленгликоль и никотин, и еще плюс ароматизатор в этом клеромайзере? И ответ прост. Там выделяется огромное количество, целая библиотека химических соединений, которые также являются сильнейшими алкалоидами, токсичными и серьезными опасными веществами для организма человека. Тем временем российские парламентарии задумываются о том, чтобы полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них. При этом практически все фракции Госдумы высказались за эту инициативу. Эмиль Басарев, Булат Садриев, Иван Шабрин. Итоги недели. Уфа второй раз в истории принимала матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. В 2020 году мероприятие провели на Уфа-арене. Сейчас соревнования прошли на площадке нового дворца борьбы. Многофункциональные комплексы строили с расчетом, что в нем будут организовывать состязания и по игровым видам спорта, в том числе федерального масштаба. О том, как все прошло и какими возможностями еще обладает дворец борьбы, расскажем в следующем сюжете. Матч звезд как вызов для студентов, его проведение, проверка возможностей дворца борьбы. Ранее спорткомплекс уже принимал крупные соревнования. Здесь провели форум «Россия – спортивная держава», Ялтинский международный экономический форум, обсудили развитие самбо в стране, выявили сильнейших борцов греко-римского стиля, курышистов и не только. На этот раз в соревновательной чаше выложили не ковры для единоборств, а застелили паркет для баскетбола, установили специальные стойки. Я здесь не был, я впервые, и по фотографиям я видел снаружи дворец, мне очень понравился, и действительно очень классное монументальное сооружение, и внутри уже побывало, сегодня удалось поиграть даже на этом паркете, поэтому одни положительные эмоции, отличный универсальный паркет, отличный универсальный комплекс. Спортобъект в этот день собрал более 3500 любителей баскетбола. Игры прошли между мужскими и женскими сборными Востока и Запада. Поддержать участников матча звезд пришли глава региона Ради Хабиров, ветераны специальной военной операции и легенды баскетбола, олимпийские чемпионы. Мы, кстати, здесь вот таким образом откатываем возможности дворца борьбы проводить вот уже игровые виды спорта. Собственно, мы и делали дворец борьбы таким универсальным. И то, что к нам приехало сегодня, 9 олимпийских чемпионов, Иван Иванович Едешко приехал. Ну, в общем, считаю, легенды баскетбола советского, российского. Вот, сильно поднимает престиж, конечно, вида этого спорта. Поэтому вот будем развивать, будем заниматься. А так сегодня, я говорю, самый настоящий спортивный праздник. Обе игры завершились победой сборной Востока со счетом 113-107 в матче между мужскими коллективами и со счетом 97-96 у женщин. Мы с моей командой старались создать праздник, показывать какие-то финты, красивые моменты, чтобы было зрелищно. Обидно, что уступили в конце, но ничего страшного. Это выставочный матч. Главное, чтобы все получали удовольствие. Открытие Уфимского дворца борьбы, одного из главных спортивных объектов России, стало большим подарком столицы Башкортостана к ее 450-летию.
В нем 5 залов, среди которых тренировочные для единоборств, для общефизической подготовки, а также универсальный спортивно-концертный на 3400 посадочных мест для проведения соревнований и культурных мероприятий. Также в нем есть медицинский центр, тренажерные залы, бассейн и гостиница. Многофункциональный комплекс, мы уже неоднократно говорили, что мы можем проводить соревнования как по борьбе, по другим единоборствам, по танцам сейчас мы уже сможем проводить в связи с тем, что мы приобрели паркет на главную арену, то есть волейбол, баскетбол, который сегодня у нас тоже проходит. Каждый день дворец борьбы становится все более многофункциональным и более востребованным в целом в спортивном сообществе. Дворец оснащен по международным стандартам. Это позволяет проводить на его базе соревнования международного, федерального и регионального уровней. К тренировкам приступили юные грэпплеры, борцы вольного и греко-римского стиля, дзюдоисты и самбисты. Этот зал может с уверенностью забрать чемпионаты мира и Европы. Это действительно очень большой зал. Я думаю, один из лидирующих залов в Европе, как минимум, среди дворцов борьбы. Сейчас республика готовится принять зимнюю спартакиаду «Мы вместе спорт». Мероприятие состоится с 6 по 14 февраля, а торжественная церемония открытия спартакиады пройдет в Уфимском дворце борьбы. Юлия Паршина, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги-журналиста Руслана Шарафудинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.